Давайте мы, знаете, напишем «Я из Украины, запятая, город Николаев». Черкассы — это ж название города, правильно? Но у меня Николаев. В общем, друзья, да, я думаю, это будет очень интересная идея. В общем, кто-то из вас сейчас попадет в видео. И пишу ему огромное спасибо, и то, что он попадет в видос. Да. Салам манин атым Саша Болот. Болот. Саша Болот. Кос, жана, кызыкту, бар. Точка. Всем привет, друзья, меня зовут Саша, и сегодня у нас будет довольно необычное видео. Вы мне пишете много комментариев на кыргызском, многие песни на кыргызском, я вообще ничего не понимаю, поэтому я думаю, нужно что-то менять. В этом видео я постараюсь выучить какие-то кыргызские слова и попытаться их повторить. Ну, я думаю, будет интересно, может быть весело, и в будущем буду стараться их применять в повседневных видео. Потому что я по-кыргызски знаю только салам и все, то есть салам это привет. И да. Все это, на этом все мои знания кыргызского языка заканчиваются. Ладно, друзья, я думаю, мы не будем медлить и будем сразу начинать. В общем, вот, смотрите, у меня есть вот такой вот блокнотик, где я буду писать слова, которые я перевел уже на кыргызский язык, и в будущем составлю из этого какое-нибудь предложение, может быть про себя, может быть еще что-нибудь интересное, и потом в конце зачитаю. Да, я думаю, то, что нам стоит начать с самого простого. Вот, допустим, давайте сейчас переведем с вами мое приветствие, которое я говорю в каждом видео. То есть, привет, друзья, меня зовут Саша. Давайте просто напишем привет, запятая, меня зовут Саша. И посмотрим, как нам поможет переводчик перевести. Вот, кыргызский язык, киргизский точнее, выбран. И сейчас попробуем перевести с русского на кыргызский. Привет, запятая, меня зовут Саша. Салам манин атым Саша Болот. Болот. Саша Болот. Ну, я не знаю. А вот мне вот интересно, это правильный перевод или неправильный? Потому что я не могу на 100% быть уверенным, то, что это как бы правильный перевод, потому что я не могу никак физически проверить. Ладно, хорошо, давайте будем считать то, что это правильный перевод, мы его копируем. И вот заносим вот сюда в блокнотик. Все, салам манин, атым, Саша Болот. Знаете, я вот тут подумал, как бы, интересно, конечно, как я учу кыргызский язык, то есть я узнаю что-то новое, но мне кажется, будет намного интереснее, если вы тоже узнаете что-то новое. Поэтому думаю, то, что мы будем переводить не только с русского на кыргызский, а еще с русского на украинский, чтобы вы узнали тоже что-то новое про мой язык. То есть я узнаю про ваш, а вы узнаете про мой язык украинский. И привет, меня зовут Саша. По-украински будет привет, меня звати Сашко. Поэтому, в общем, я думаю, по мере перевода на кыргызский я буду вам переводить также на украинском. И потом для вас сделаю челлендж. Кто напишет все, что я перевел на украинский вон там в комментариях, тот получит следующий привет. Тот получит привет в следующем видео. То есть я буду переводить вот предложения, которые перевожу на кыргызский. Вы должны будете написать мне их на украинском. Вот там внизу то, что все, что я переведу на украинский, вы должны будете объединить в одно предложение и написать в комментариях. Тогда я вам передам привет и думаю, будет реально интересно. Так, хорошо, это мы написали. Давайте мы поставим здесь точку и придумаем что-нибудь дальше. Давайте мы, знаете, напишем «Я из Украины, запятая, город Николаев». Кстати, друзья, кто не видел видео про мой город, в котором я родился, ссылка будет в описании, и он там в подсказке, можете посмотреть, думаю, вам будет интересно. Да. Ладно, знаете что? А давайте мы воспользуемся другим способом, не через переводчик, а через Siri. Мало ли она умеет переводить на кыргызский язык, и у нас все получится, и, в общем, будет интересно. Давайте. Как будет Украина по-кыргызски? Я пока не могу переводить на кыргызский. Кыргызский? Чего? Как будет привет по-кыргызски? Я пока не могу. А почему переводить. кыргызский? А я могу здесь написать кыргызский, да? Кыргызский. Я пока не могу переводить на кыргызский. Я не знаю, она, короче, зациклилась на своем кыргызске. Хорошо. Как будет привет на украинском? Я пока не могу переводить на украинский. Короче, мусор. Сири ничего не умеет, вообще ничего не умеет. Ладно. Я из Украины, город Николаев. Давайте напишем. Я из Украины, запятая, город Николаев. Мен Украинанин... Нет, стоп. Мен Украинанин, Черкассы... Подожди, в смысле Черкассы? Черкассы это ж название города, правильно? Но у меня Николаев. Подождите, а что, если мы возьмем, скопируем все, что здесь написано, поменяем местами, из украинского города Черкассы? Поздравляю. Короче, переводчик, видимо, совершенно сошел с ума. Я написал, смотрите, то, что я из украинского города Черкассы. Нет, он как-то переводит совсем неправильно. Я написал, я из Украины, запятая,
Город Николаев. На Украине Черкассы. Почему Черкассы? Это ж неправильно. Давайте мы, знаете, как сделаем? Мы возьмем, сейчас скопируем, а хотя нет, мы сделаем по-другому. Мен Украинян, здесь мы вместо Черкас напишем Николаев. Из украинского города Николаева. Хорошо, вышло немного по-другому. Я планировал написать «Я из Украины, город Николаев». Он написал «Я из украинского города Николаев». Ну хорошо, пусть будет так. В принципе, суть это практически не меняет. Хорошо, оставим так. Записываем это все в блокнотик. И у нас уже получается Саламанин Атым Саша Болот. Я из украинского города Николаев. Ой, господи, я протупил, я не то забил. Сори. Еще разок. Саламанин Атым Саша Болот. Мен Украина Николаев Шарынан Болом. Я почти как кыргыз уже говорю, да? Угу. Хорошо, ставим точку. Кстати, на украинском будет звучать то предложение, которое я хотел перевести. Я из Украины, место Миколаев. Если вы напишите, повторяюсь еще раз, все слова, которые я перевел на украинский вот там в комментариях, то я передам вам привет в следующем видео. Да. Вот такой мини-челлендж для вас будет, чтобы вы запомнили то, что я вам сказал про украинский язык. Я думаю, будет очень интересно. В общем, ладно, хорошо. Сейчас я придумаю, что мы напишем дальше. И, в общем... Будем продолжать? Да. Давайте напишем «Хочу вас пригласить в гости». То есть я хочу вас пригласить в гости к себе в Украину. Допустим, давайте напишем вот так. И я думаю, будет прикольно. Давайте. Так, хорошо. Так как Siri нам не помогает, у нас остается единственный вариант, это переводчик. Да. А хотя знаете что? Давайте мы сделаем интерактивчик. Я думаю, будет очень интересно, если сейчас я прям загружу историю в свой инстаграм. Пожалуйста, переведите мне «Хочу пригласить вас в гости» на кыргызский язык, и кто первый это сделает, попадет в видос. Слушайте, как вам такая идея? Давайте прямо сейчас так и сделаем. Я думаю, то, что будет реально интересно. В общем, друзья, да, я думаю, это будет очень интересная идея. В общем, кто-то из вас сейчас попадет в видео. А если вы не хотите пропускать такие интерактивчики вместе с вами, то подписывайтесь на инстаграм. Вот он, нижнее подчеркивание, Санек, нижнее подчеркивание. Тогда вы никогда не пропустите вот такие интерактивы, если они будут. А, они точно будут. Да, ладно, погнали. В общем, я запускаю запись экрана на телефоне, и сейчас вы будете видеть все, что происходит у меня на телефоне. Так, в общем, вот, заходим в мой инстаграм и добавляем историю. Там кот спит. В общем, делаем новую историю. Я думаю, мы сейчас делаем вот так. Ложим телефон, делаем фотографию, берем кисточку и просто закрасим фон, наверное, в белый цвет. Все, белый цвет. И напишем здесь, короче, друзья. Конечно, черный будем писать. Друзья, запятая. Мне нужна ваша помощь. И тот человек, который переведет, он даже не поймет то, что он попал в видео. Ну, он не будет знать то, что он попал в видео, но потом я ему скажу то, что он попал в видео, и типа, вау, классно. Вот, делаем вот такую стрелочку. И, в общем, все, постим историю и ждем, пока кто-то ответит. Для меня пройдет какое-то время, а для вас щелчок пальца. В общем, друзья, прошло примерно минут 5, и мне уже написали целых 2 перевода за 1 секунду. В общем, друзья, за 10 минут мне здесь столько людей написали, но первым был вот этот человек 8176BGENI. Я его принимаю и пишу ему огромное спасибо и то, что он попадет в видос. Да. Конечно, всем другим я тоже отвечу, поблагодарю, но не скажу то, что они попадут в видос. Хотя, блин, они все попадут в видос, ладно. Спасибо большое. В общем, вот все эти люди, спасибо вам огромное за перевод. За 10 минут мне столько людей написали, я даже не ожидал, то, что так много будет. Ой, очень много людей, очень много людей. Ладно, все. Спасибо всем огромное, я удаляю историю, потому что, ну, все. Мне перевели, и все, огромное спасибо. В общем, ладно, у нас есть перевод, и теперь нам нужно его просто взять и переписать вот этот вот блокнотик. Кстати, на украинском то, что я сейчас написал, будет «Я хочу запросити вас в гости». В общем, вот, я записал это все, и теперь у нас получается «Салам Манин, Атым Саша Болот, Мен Украинян Николаев Шарин Болом, Мен Келип, Силерди, Ундешу, Мукун». Сложно, но все понятно. В общем, я думаю, нам остается всего лишь одна фраза, и она будет у нас очень красивая и интересна. Давайте переведем это. Я думаю, получится классно. Все. Заходим в наш любимый переводчик, который переводит неправильно.
Ну, 50 на 50 переводит. Ладно, пишем. Без Абадан. Давайте, знаете, как я люблю проверять? Мы просто берем, меняем местами, и получается у нас очень красиво и интересно. Идеально. Он просто все идеально перевел. И отлично. Все, готово. И, в общем, вот такое предложение у нас сегодня получилось. На українському это будет у нас дуже цікаво та гарно. А все предложение на українському буде звучати так. Всім привіт, мене звуть Сашко, я з України, місто Миколаїв, хочу вас запросити в гості. У нас дуже гарно та цікаво. Ну а теперь я мастерски прочитаю по-кыргызски. Вот оно, мое предложение, которое мы написали. И все, начинаем. Салам манин, а тым Саша Болот, мен Украинян, Николаев, Шаарынан, Болом, мен Келип, Селерди, Ундешу, Мумукун, Биз Абадан, Кос, Жана, Кызыкту, Бар. Точка. Я думаю, то, что получилось хотя бы немного похоже. Исправьте меня, пожалуйста, если что-то я сделал неправильно, если переводчик что-то перевел неправильно. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на канал, я очень старался над этим видео. Если вам оно понравилось, то поставьте на него лайк, напишите в комментариях свое мнение. И, возможно, я сниму вторую часть, как-нибудь разноображу ее, и, в общем, будет очень интересно. Ладно, друзья, огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось, и все. Меня зовут по-прежнему Саша, и все. Пока-пока.